коррупция по всем ветвям власти. Везде, в любой медицине, в любое учреждение, организации, предприятие, куда ни сунь, везде. Вот прошло 10 лет. Мое предложение, что 3650 дней, каждый день нужно устроить ревизию. И мы увидим, чем занималась эта власть 10 лет. Если мы строим мясомолочные или комбинаты, целые эти фермы на 800, на 1000 голов, мы нашим детям в детский сад или же в школу мы не можем позволить вот стакан молока этому ребенку бесплатно. Мы не можем при миллиардах вложениях наших так называемых комбинатов, мельзаводов и хлебокомбинатов, куда вложили несколько миллиардов рублей, мы не можем булочку позволить этому ребенку в школу, бесплатно булочку. И сегодня 26 лет нашей республики. К чему мы пришли? К чему мы идем? Для чего? Во имя чего все это делается? Во благо чего это делается? Если мы будем строить во благо нашего народа, во имя нашего народа, для нашей республики, у нас было все. Но нет. Это посыл лучше от средств массовой информации, пусть это будет обращение и прокуратуры, и Следственного комитета, и ФСБ, и МВД. Вот сегодня я узнаю, к примеру, поступили какие-то средства, и дается команда главы республики отдать вот именно этой фирме, строительной фирме, отдать деньги. Строительная фирма — это племянник нашего главы, так называемый Шаухалов. Ну вот прямо дано указание отдать этой фирме оригинал, рассчитаться полностью. Где-то 9 десяток строительных объектов. 1,5 года эти объекты стояли замороженными. Почему? Потому что 1,5 года эти объекты стояли замороженными. А в чем дело? Был конфликт этого Шаухалова и был конфликт с старшим братом Евгурова, Магомеда. Это серый кардинал, который сидит в Москве, управляет в Москве, в Московской области и в субъектах Российской Федерации и в Ингушетии. Все подряды, все кадровые вопросы решаются через него. И вот эти подряды могут неправильно понять, что он управляет Московской областью. Ты же имеешь в виду только нашей диаспорой, да? Ну и бюджетными средствами тоже. Вот именно в части, касающейся нашей республики. И вот эти средства, которые, значит, было вот это недопонимание, где-то около 800 миллионов якобы. Это народ говорит об этом. 800 миллионов должен был получить Магомед Евгуров. Вот Шаухалов. Но сегодня остановились на цифре 510 миллионов. И вчера дается указание срочно все эти объекты оживить, рассчитаться, все деньги вернуть туда, отдать. Но я хотел бы, пользуясь случаем, предупредить и казначейство, и банки, потому что 510 миллионов нужно откуда-то вытащить и отдать этому серому кардиналу. Я просил бы все-таки и банкиров, и казначейства, и контролирующих органов, и надзирающих органов все-таки посмотреть, как эти деньги и куда они будут уходить. Мы не должны позволить, чтобы эти деньги ушли в чей-то карман. Ибо оно скажется на качество наших объектов, на качество строящихся домов, наших квартир, детских садов, школ. По всей республике строится около 90 объектов, по моим данным, этим Шаухаловым. Задолжал людям. Кому только не задолжал. Не рассчитается, зарплату не выдает там, везде проблемы. Это вот она коррупционная составляющая. И поэтому мы должны все-таки это говорить, мы должны народа доводить, что мы не сидим, не будем сидеть и не намерены сидеть. Мы все это будем поговорить. Как выводятся объекты, посмотрите, как мы высвобождаем объекты. Я извиняюсь, что я, может, больше всех говорю, но я знаю, что все об этом знают. Как выводятся объекты, куда переносятся объекты и высвобождаемые территории, в чьи руки попадают. Попадают в руки обводителя Евгурова, попадают в руки Увайса Евгурова. Поэтому, ну, возможно, на подставные лица еще. Посмотрите территорию туббольницы на федеральной трассе. Было удобное место для людей, для больных, для пациентов, для посещающих. Но нет, под видом переноса туббольницы перенесли на окраину Клиева. Но там он числится по паспорту, насколько я знаю, психоневрологический диспансер. Здесь якобы туббольница где-то,
районные больницы. Оснащение перетаскивалось, имитация была, когда я приезжал с Борцовым, федеральный министр, имитация была, оснащение перетаскивалось с одной больницы на другое, туда поехали, перенесли другое, это все перевозили сюда другое. Ну, вот как мы работаем, вот как мы намерены работать. Поэтому надо поставить автостанция, вот, центр Назрани. Освобождалось, говорили, что там будет построят там парк. Посмотрите, что там строят и кто строит. Стадион «Динамо». Кто строит котлован? Опять я буду языки. Везде звучит это имя и эта фамилия. Люди знают. Не надо, здесь ничего не утаишь. Здесь ничего не утаишь. Все видно. И все будет видно. И все людям будет доступно. И оно все узнает. Все будет возвращено обратно. Поэтому, если сейчас попытаются продать, не покупайте их у них, потому что ибо судом будет все возвращено, все будет национализировано. Все территории, которые высвобождались и уходили в их руки, все будет возвращено обратно. Да. Я думаю, придет тот человек, который все это поставит. Так должно быть. Спасибо. Вопросы, если есть, у вас будут. Практически вот. Ответил, я как раз хотел задать вопрос по поводу круга вопросов, которым будет заниматься и президиум, и совет ТЭКов, и оргкомитет. Сами ответили. Все я услышал. Видите, какие исчерпывающие ответы дают. Да, Я добавил несколько слов по этому вопросу, который Руслан сейчас формулировал. Вроде бы получил ответ, но я ясно схватил лист. А совет ТЭК, в том числе, позавчера, по-моему, позавчера, да, было заседание совета ТЭКов. Ахмед Барахоев позавчера вошел в совет ТЭК, чтобы вы знали. Да. И мы там поднимали вопрос о том, что совет ТЭКов это орган, который, вот конгресс, который сейчас создали, мы считаем так, что это исполнительная власть, будем так считать, что будут, которые решат все вопросы, поставленные перед нашим. Я был на одном только заседании, я остался доволен, я увидел много грамотных людей, юристов, и журналистов, и историков. Совет ТЭКов может только рекомендовать, давать оценку, мы старейшины, старики. Мы будем просто... Общественный контроль, говорить, это правильно, это неправильно, а вот заниматься какой-то конкретикой, нашу задачу совета ТЭКов, это не входит. Какие-то должности искать, какие-то у нас ничего нет. Если есть какие вопросы, пожалуйста, мы готовы отвечать. Бичи задал, извиняюсь. И если вот в свое время, я помню, когда Руслан Султанович учил, он очень сильно делал акцент на коррупционную составляющую, он знал, что это разлагает общество. Но сегодня вот то, что наше разложение, вот мы не понимаем парламентариев там некоторых, мы не понимаем там других, которые там за какие-то бананы там бегают за кем-то. Вот оно. Вот эта зависимость, вот. Я, честно говоря, мы удивляемся тому, что мы сегодня, почему вот опустились на такой-то, ну ничего, я думаю, все станет на свои места. Процесс пошел. Да, процесс пошел. Самое главное, мы услышали друг друга, мы увидели друг друга. Я думаю, что, поверьте, я просто говорю народу, что сидеть не будем только наращивать работу и днем, и ночью. Вот все эти дни после окончания конгресса и нашего чрезвычайного съезда, вот с этого дня мы ни одного дня, практически до полуночи, мы находимся на рабочих местах, работаем, вырабатываем, и в ближайшее время вы увидите результаты.